Здравствуйте! Вы смотрите новости Татарстана. С главными событиями дня вас познакомит Султан Нугайбеков. Коротко о том, что будет в выпуске. Сбор гуманитарной помощи жителям деревни Йылдыз. Все откликнулись, те, кто хотел помочь, помогли. Как татарстанцы помогают пострадавшим от пожара жителям татарской деревни в Курганской области, расскажет Вероника Гайнудинова. Капитальное преображение. В квартирах было холодно. Это все из-за того, что швы слабые. Сколько домов в республике в этом году капитально отремонтируют? И почему 3 района не участвуют в программе, расскажет Рамиль Галиулян. Сразу 2 уникальных случая произошло в отделении по пересадке почек в РКБ. Врачи говорят, она везучая, она уже как проснулась. Подошел донор, но страха не было, была радость. История спасения 3 пациентов в репортаже Алены Струминской. В эти дни все внимание татарского мира приковано к трагедии, которая случилась в Курганской области. Здесь дотла сгорело село Йылдыз. Без крова остались порядка 600 человек. Напомним, масштабные пожары в уральских и сибирских регионах страны полыхали в выходные. Десятки очагов на тысячах гектарах фиксируют и сейчас. Всемирный конгресс татар объявил сбор помощи пострадавшим. В их офис в Казани со всего Татарстана привозят вещи первой необходимости. В дорогу уже готовят фуру с 20 тоннами груза. Репортаж Вероники Гайнудиновой. Гуманитарную помощь везут со всего Татарстана. Эта машина сегодня утром приехала из Кукмара. Как только узнали о трагедии в селе Йылдыз Курганской области, жители начали собирать все необходимое пострадавшим. Открыли сбор продуктов, одежды, принадлежности, которые первая необходимость нужна для пострадавших. Все откликнулись, те, кто хотел помочь, помогли. Вещи для детей и взрослых, посуда и теплая одежда, постельное белье и продукты питания. Все это привозят сюда, во Всемирный конгресс татар Казани. Сегодня уже 3-й день, как идет сбор помощи. Это конференц-зал Всемирного конгресса татар. И, как мы видим, здесь нет ни одного свободного уголка. И это только часть того, что люди принесли сюда. Это, например, кастрюли. Здесь куртки, теплые вещи, это одеяла и продукты питания. Сбор гуманитарной помощи ведут и в татарском селе Урмаево Чувашской республики, в татарских общественных организациях Свердловской области, Удмуртии и регионах Дальнего Востока. Фура из Казани с 20 тоннами груза отправится завтра. Это только первая партия. Сейчас жителям села Йылдыз необходимы стройматериалы, инструменты, спецодежда для расчистки пепелищ. Они сейчас, объединившись, хотят возродить, построить сейчас. Они сейчас определили семьи, кто будет заниматься строительством. Поэтому, конечно же, это посильная помощь, гуманитарная помощь. Она сегодняшним днем только не закончится. Вот так сейчас выглядит село Йылдыз. Масштабный пожар уничтожил его практически полностью. Из 400 домов сгорели больше 300. Мебель полностью новая, только начала жить. Ирина Кондина не может сдержать слез. У нее сгорел дом, баня, гараж, погибла вся живность. Утки, телята, собака пропала. В живых только пара куриц. Вот телята лежат. По соседству жила родная сестра, тут же дом двоюродной сестры. На этой же улице жила и мама. Большой дом, двухэтажный. Все сгорело. Ничего нет. И такая ситуация у сотни людей. Есть и погибшие в пожаре. Вот это мой дом. Все, что от него осталось после пожара, который случился у нас 7 мая 2023 года. Пожар пришел из леса. Не думали, что с таким масштабом все у нас сгорит. Сгорело все село практически. 90% все сгорело. Нетронутыми огнем остались мечеть, школа и дома по улице Восточная. Пламя вот здесь было и остановилось в 2-3 метрах от забора. Жителей приютили родственники из других сел, но большинство сейчас размещены в местной школе. Для помощи погорельцам Общественный фонд Всемирного конгресса татар открыл и специальный счет, куда можно переводить денежную помощь. За 2 дня собрали больше 2 миллионов рублей. На экране сейчас указан расчетный счет, куда желающие могут перевести любую посильную сумму. Необходимо обязательно указать назначение платежа. Вероника Гайнудинова, Адель Миндубаев, Руслан Салтукеев, ТНВ, Казань, Курганская область.
Татарстанских дачников продолжает испытывать погода. Майские заморозки оказались настолько продолжительными, что они уже опасаются за будущий урожай. Сегодня Гидрометцентр республики вновь объявил штормовое предупреждение. Предстоящей ночью на территории республики на почве местами ожидаются заморозки до -2 градусов. Пожалуй, на этом ночные похолодания прекратятся. Завтра днем в Татарстане пройдет небольшой дождь, а воздух прогреется до 19 градусов. К выходным нас ждет существенное потепление. Для обеспечения пожарной безопасности в Татарстане введено ограничение на въезд в леса. Это касается ряда участков лесного фонда Сармановского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Алексеевского, Муслюмовского и других районов, сообщается в постановлении правительства. Будет работать диспетчерская служба лесопожарного центра для рассмотрения обращений граждан. Минлесхоз обязан оповещать население о проводимых работах в лесах, установить предупредительные аншлаги, закрыть необходимые участки дорог. Речь также идет об обеспечении санитарной безопасности в период обработки лесов от вредителей. При строительстве трассы М-12 учли ошибки, которые допустили при возведении автобана М-11. Об этом сегодня на встрече с премьером Михаилом Мишустиным сообщил глава Автодора Вячеслав Петушенко. Как он доложил, скоростную трассу от Москвы до Санкт-Петербурга после открытия сразу не обеспечили мобильной связью и дорожными сервисами. На участке от Москвы до Казани также планируют построить 24 многофункциональных зоны. 2 из них уже готовы. Предусмотрены заправочные станции, в том числе газовые, автосервисы, охраняемые парковки и более 20 торговых центров. До конца года планируют привести в готовность более 700 километров дороги. Движение до Казани рассчитывают открыть в конце сентября. Я вам поручал при вводе в эксплуатацию М-12 постараться сделать так, чтобы одновременно, так сказать, работала сопутствующая связь, и все сервисы, которые необходимы для обслуживания на надлежащем уровне, были уже внедрены и включены в перечень возможных услуг. Вопрос: удалось ли это сделать и какова эта ситуация? Да, Михаил Леонидович, мы работу над ошибками провели. Все-таки те замечания, которые были при завершении строительства М-11, мы их учли. Мы переформатировали у себя подход к многофункциональным зонам. Я могу сказать, что вот на трассе М-12 мы уже сейчас включили в проектно-сметную документацию все локации, которые предусматривают у себя строительство и заправочных комплексов, и торговых центров. Вот здесь вот они будут на количество больше 20. В Казани продолжается масштабный ремонт дорог во дворах и на магистралях города. Сейчас работы идут на Кулахметова. С их ходом ознакомился мэр Ильсур Медшин. Здесь расширят тротуары, сделают бордюры, установят новые павильоны для общественного транспорта и заменят асфальт на участке дороги в 1,5 километра. Работы планируют завершить к концу мая. В этом году в столице отремонтируют 47 улиц. 12 из них по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Также завершат первый этап строительства Вознесенского тракта от улицы Гвардейская до проспекта Победы. Кроме того, что мы продолжаем крупные инфраструктурные проекты, как расширение Горьковского шоссе, в этом году мы завершим Вознесенский тракт, первый этап, и пустим движение. Завершим мост через озеро Кабан возле площади Вахитова. Погода позволяет, все есть для того, чтобы наших жителей, наших уважаемых горожан порадовать новыми дорогами как во дворах, так и на основных магистралях. Одни что-то красят, другие покупают автомобили. О неожиданной проблеме нецелевого использования средств на капремонт говорили сегодня в Доме правительства. По словам строителей, препятствием на пути выполнения программы стали дома, хранящие деньги жильцов не на счетах фонда ЖКХ, а в коммерческих банках. В результате за расходом средств проследить не удается, а деньги порой тратят на другие цели. Сегодня в Татарстане 765 таких домов. О проблемах капитального преображения Рамиль Галиуллин. Исправили канализацию, всю она была. Эту горячую, холодную подвели, сушилку сделали капитальную. Так обновлением в квартире радуется житель первого дома на Яшкаще Игорь Гончаренко. Говорит, капитальный ремонт идет на ура. Еще будут делать отопление, ну и дом с той стороны утеплять. Капремонта в этих домах на Яшкаще не было с момента строительства почти 30 лет. Работы начали в середине апреля. На сегодняшний день у нас 40% выполнения общее.
В 2 домах ведутся работы по кровле. Выполнение общей 70%. Работы почти уже завершаются. И таких объектов в республике много. В этом году строители переступят порог 751 дома. В этих многоэтажках заменят лифты, отремонтируют кровлю и фасады, приведут в порядок инженерные системы. Сегодня в республике работы ведутся в 560 домах. Это 75% от плана. Как отметили в Минстрое, на остальных объектах капремонт начнется в ближайшие 10 дней. В лидерах по объемам Казань. Капитальный ремонт пройдет в 223 домах. Работы сейчас кипят практически по всей республике. Но 3 района в этом году не участвуют в программе капремонта. Это Алькеевский, Кайбецкий и Черемшанский. Причина – отсутствие средств. Нет потребности, я бы, конечно, не сказал. Да, есть необходимость, но, скорее всего, нет просто источника. Тот же самый Алькеевский район в прошлом году участвовал. У него была достаточно большая сумма. А в этом году у него нет денег. Может быть, они в 24 или 25 году будут. Как отметили, деньги – одна из болезненных тем в части капремонта. Сегодня 765 домов из 17 тысяч в республике копят средства не на казначейских счетах фонда ЖКХ, а в коммерческих, банковских. В такой ситуации фонд уже не может следить за движением денег. И если управляющие домом решат потратить их как-то иначе, возникают проблемы, отметили в исполкоме. Вообще это называется нецелевое использование средств. То есть у взносов на капитальный ремонт есть конкретно целевое назначение, и они обязаны накапливаться в том или ином виде. Да, и закон предусмотрел такую возможность накопления на спецсчете, но это не значит, что можно разбазарить ее направо-налево, эти деньги. Когда они приходят к нам и говорят, что денег нет, у нас первый вопрос, а куда делись те накопления, которые были с 2014 года. И выясняется, что там где-то кому-то чего-то покрасили, где-то машину купили, где-то что-то еще. Это называется нецелевка. Тут должны работать уже правоохранительные органы соответствующие. Как подчеркнули, с момента образования фонда в 2014 году задолженность по взносам за капремонт в республике достигла почти 400 миллионов рублей. Приходит время, когда заменить лифт или отремонтировать кровлю, которая стоит, так скажем, одна из самых дорогостоящих видов работ, все прибегают в фонд и говорят: примите наш дом в фонд и отремонтируйте, и включите нам замену лифта. Вот. Мы отказать не можем в силу законодательства, вопросов нет, но с 2014 года, как был сформирован фонд капитального ремонта, мы считаем, что с 2014 года все деньги, которые они накопили, жители должны перечислить на счета фонда. После этого мы готовы софинансировать. В этом году генеральные подрядчики привлекли к работам 124 субподрядные организации. Как отметили, к ним приковано особое внимание, чтобы не повторилась история 2-летней давности, когда капремонт завершили только зимой. Репортажи о проблемах мы снимали практически ежемесячно. Тогда из-за несвоевременного и некачественного выполнения работ в Казани 3 подрядчика оказались в черном списке. Рамиль Галиуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Сразу 2 уникальных случая произошло в отделении по пересадке почек в РКБ. Сначала врачи пересадили органы 2 родным сестрам, а спустя пару дней новое медицинское чудо. Операцию провели пациентке, которая находилась в листе ожидания на орган всего 3 дня. В среднем почку здесь ждут от 2 до 5 лет. Уникальная история в репортаже Алены Струминской. И вот врачи Ольга, она говорит, везучая, она уже как проснулась. Везучей Нину Савельеву врачи прозвали неспроста. В отличие от тысячи подобных пациентов, новую почку ждать ей практически не пришлось. Женщина встала в лист ожидания на пересадку органа 17 апреля, а уже 20-го провели операцию. Я испугаться даже не успела, потому что еще, на прогемодиализ я уж там начитана была, что такое, как фистула, что чего-то. Но я не ожидала. Это самое быстрое спасение в практике наших врачей. В среднем новую почку пациенты в РКБ ждут от 1,5 до 2 лет, в стране до 5. В этом году наши хирурги провели уже 47 подобных операций. После пересадки почки в социальном плане улучшается качество жизни намного. Они не привязаны к гемодиализу, могут спокойно путешествовать. Вот у меня 2 детей, моим детям тоже передалось поликистоз по наследству. То есть наследственное получается. Это заболевание неизбежно приводит к тому, что орган перестает функционировать. Ольга обратилась к врачам в 2018-м. Через год ее сестра Ирина в лист ожидания на пересадку почки встали в один день. Спустя 7 месяцев операцию провели Ольге. Когда ей пересадили, я, конечно, радовалась, что все удачно прошло, что все. Мне тоже вызывали сначала. Вот ей когда сделали, меня через 3 дня вызвали.
но не подошел мне донор. Подходящий донор для Ирины нашелся через полгода. В день операции с ней, как и всегда, рядом была родная сестра. Как раз ей, когда пересадку сделали, я находилась тоже в отделении. Так получилось, что 17 апреля я легла год после пересадки, и меня положили на обследование. И в этот же день, получилось, вызвали на пересадку мою сестру. Так вышло, что эти уникальные случаи произошли с разницей в пару дней. Все пациенты, у которых выявлена хроническая болезнь почек 4-5 стадии, но они еще не начали гемодиализ или только готовятся к этой процедуре, должны вставать в лист ожидания, чтобы мы могли им помочь. Сейчас в листе ожидания на пересадку почки находится около 250 пациентов. Как скоро она появится, неизвестно. Но, как показала практика, чудеса случаются. Алена Струминская, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань. В Бугульминском районе спасли застрявшую косулю. Двухлетний самец погряз в топком месте очистного сооружения. Сам он выбраться не смог. На помощь косуле пришли сотрудники Госкомитета Республики по биоресурсам. Они подручными средствами освободили животное и отпустили в лесную чащу. Голову открой ему. Все, красавчик. Все, молодец, молодец, красавчик. Все, ушел, молодец. Финал Кубка Гагарина, фильм из космоса и атака на Кремль. Что искали в интернет-поисковиках татарстанцы за последние 7 дней? Запросы жителей республики изучила и предложила на обозрение интернет-газета «Реальное время». В Татарстане подвели итоги празднования 9 мая. На мероприятиях по всей республике накануне приняли участие более 400 тысяч человек. Только парад Победы под стенами Казанского Кремля смотрели 55 тысяч горожан и гостей столицы. Эти кадры наиболее ярко демонстрируют масштаб события и количество участников. В течение дня посещаемость менялась. Больше всего зрители приходили утром на парад Победы и вечером на большой праздничный концерт. Судя по кадрам с камер аэростата, это был нескончаемый поток людей. Предпринятыми мерами безопасности на мероприятиях нарушение общественного порядка не допущено. Война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Это изречение Александра Суворова стало негласным девизом поисковиков всей страны. Активисты и спустя 8 десятилетий отправляются на места боев Великой Отечественной войны, чтобы найти и с воинскими почестями захоронить пропавших без вести солдат. В этом году на вахту памяти из Татарстана отправились около 1000 поисковиков. Дмитрий Аренин связался с ними и узнал, как продвигаются экспедиции. Это бивак, то место, где мы живем 2 недели. Вот. Речка Лёзна, походная баня, умывальники. Поисковый отряд «Снежный десант» Казанского федерального университета вместе с коллегами из других регионов в этом году высадился в Тоснинском районе Ленинградской области. Здесь, в лесах, в годы Великой Отечественной войны держала оборону 54-я армия. Ночью температура опускается до 0 градусов. Вот. Временами льют дожди. Буквально пару дней назад у нас шел град со снегом. Ну, как вам сказать, вот такие условия. Не знаю, сколько они суровые. Хорошо, что не под пулями, не под минометным обстрелом. Да, у бойцов, которые здесь воевали, условия были намного тяжелее. Поисковики выходят из лагеря в 9 утра и возвращаются к 7 вечера. В этом году уже обнаружили останки более полусотни бойцов. Также нашли личные вещи и медальоны. По ним предстоит установить имена погибших и захоронить их с воинскими почестями. Прежде всего, это восстановление справедливости по отношению к тем, кто воевал на этой земле, воевал за наше будущее, отдавал свои жизни. Вот. Несправедливо то, что они просто лежат без вести пропавшие в лесах, в болотах. Родственники о них ничего не знают. Вот. Мы пытаемся эту справедливость восстановить. В Новгородской области, в районе деревни Мясной Бор, откуда на помощь блокадному Ленинграду шла 2-я ударная армия, сейчас в экспедиции поисковики Кукмарского аграрного колледжа. Работать им приходится тоже в тяжелых условиях. Леса труднопроходимые и кругом болота. Ура! 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 Отряд из 17 человек на прошлой неделе нашел останки нескольких бойцов и их документы. Это чтобы мы не забывали свою историю. Мы уважали своих
и чтобы мы их должны найти. Даже Суворов сказал, что война заканчивается тогда, когда находят последнего бойца. А здесь еще бойцов лежат тысячами. Из экспедиции поисковики планируют вернуться после майских праздников. Чтобы установить имена погибших солдат, находки передадут экспертам. Нежелательно вскрывать в полевых условиях, потому что мы можем попортить медальон. И самый лучший вариант отдать на специальную лабораторию, если институт солдатский медальон в Москве. Но у нас в Казани тоже есть, работают следственные органы, он читает его полностью. Благодаря масштабной поисковой и исследовательской работе с привлечением разных источников удалось установить более точные цифры безвозвратных потерь солдат из Татарстана. Если 2 года назад погибшими и без вести пропавшими считались 350 тысяч человек, то в начале 2022 года это число увеличилось. На сегодняшний день цифра безвозвратных потерь 378 тысяч человек. Официальные данные, но поскольку поисковая работа продолжается, возможно, будет со временем уточнение. В нашей республике сейчас 62 поисковых отряда. Наши активисты в канун Дня Победы вернули из небытия как минимум 100 солдат. После экспедиции предстоит найти и их потомков, чтобы передать найденные вещи, которые станут семейной реликвией. Дмитрий Аренин, Рамзиль Гарипов, Адель Мендубаев, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Патриотичный концерт под открытым небом, мастер-классы и полевая кухня. В Нижнекамске в День Победы для горожан работала площадка Нижнекамского предприятия «Сибура». Здесь был организован музей под открытым небом. Поисковики отряда «Нефтехимик» выставили уникальные экспонаты, найденные во время экспедиций. Гордость наша сила, все это Россия. На площадке, организованной Нижнекамским нефтехимом, звучали патриотические песни, их исполняли работники предприятия. Здесь же развернули полевую кухню. Желающих кормили солдатской кашей и угощали горячим чаем. Для детей организовали мастер-классы по изготовлению праздничных открыток из самолетов. Почетными гостями площадки нефтехимиков были ветераны. Война в сентябре началась в Польше. Рафаэля Глянца война застала, когда ему было 4,5 года. Тогда они с семьей жили в Польше. После наступления фашистов их семья 4 месяца находилась в оккупации. Им удалось вырваться в Советский Союз. В 1961 году Рафаэль Григорьевич приехал на Нижнекамскую землю для строительства химкомбината и города. День Победы для него большой праздник. Вся страна радовалась, пела и плясала. Ведь 4 года с лишним-то жить в тяжелых условиях. Плохо с продуктами, плохо с лечением, все. А мир – это мир. Человеку хочется жить в мире. Здесь же Нижнекамское предприятие «Сибура» организовало музей под открытым небом. Люди смогли увидеть уникальные военные экспонаты музея боевой славы поискового отряда «Нефтехимик». Ознакомиться с находками пришли мэр Нижнекамска Рамиль Мулин, министр экономики Мидхат Шугиахметов и генеральный директор Нижнекамского нефтехима Марат Фаляхов. Из категории личных вещей вот эту ложку мы обнаружили при раскопках в прошлом году в Карелии. Младший командир нацарапал фамилию Макаров. Здесь представлена лишь малая часть экспонатов, всего их более 1000. Поисковики выезжают в экспедиции с 2004 года. География обширная. Смоленская, Волгоградская, Тверская, Ленинградская области, а также Кавказ и Республика Карелия. Поднято полностью за это время более 1000 солдат. 31 имя установлено. Вот буквально недавно мы вернулись из очередной экспедиции, которая проходила в Волгоградской области. Нашим отрядом было поднято 24 солдата, 3 медальона, но пока они все на экспертизе. На Нижнекамской нефтехиме в преддверии Дня Победы навещают ветеранов. Их всегда поддерживают и оказывают помощь. В Совете ветеранов предприятия 2 участника войны и 50 тружеников тыла. Большой низкий поклон всем участникам Великой Отечественной войны. Низкий поклон и слова спасибо. От себя лично также хочу поблагодарить всю категорию, кто участвовал в этой великой победе. Руководство города и предприятия возложили цветы к памятнику героя Мусы Джалиля. Скульптуру поэта городу подарил Нижнекамский нефтехим в 2012 году. Нефтехимики приняли участие во всех праздничных мероприятиях. В завершение они возложили цветы к монументу Победы, а площадка нефтехимиков работала в течение всего праздника. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск. Пока это все, о чем мы успели вам рассказать. С погодой вас познакомит моя коллега Гульназ Гизатуллина. Передаю слово ей, а я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Добро пожаловать на борт премиальных внедорожников Exit VX. Только в мае в Exit-центре РРТ с выгодой до 1 миллиона рублей. Пройдите тест-драйв в Exit-центре РРТ на Чуйкова 54Б. Подробности по телефону 207 2080. Похоже, сейчас будет контратака. Он набирает обороты, врывается вперед. Опасный момент! Выход 1 на 1 и... Он чуть не попадает прямо в девятку, а? Помните, обгон – это не игра. Чтобы дорога была длиною в жизнь, не спешите обгонять. В магазине «Улыбка радуги» 10 и 11 мая скидка 40% на декоративную косметику. Приходите в магазин «Улыбка радуги». Сыночек, привет. Привет, мам. Записали тебя на анализы в гемотест. Он и в твоем городе есть. Программа «Страна Гемотест». 5 базовых анализов по 290 рублей. Бесплатная консультация врача. Теперь присоединиться к электрическим сетям проще, чем кажется. Зайдите на сайт сетевой компании, авторизуйтесь, подайте заявку на техприсоединение и следите за ее исполнением с мобильного устройства. Сетевая компания. С заботой о каждом, с энергией для всех. Взломай удачу вместе с Яхант. Дарим подарки за ваши драгоценные покупки. Как это работает? Покупайте, регистрируйте, выигрывайте. 4 розыгрыша каждые 2 недели и более 1500 ценных призов. Яхант. Рады удивлять. Центр списания долгов «Идель». 8 93 93 100 100. Здравствуйте! В студии Гульназ Гиззатуллина. Температура в республике продолжает повышаться, и есть надежда, что заморозки не вернутся. По данным сервиса Яндекс.Погода, в предстоящие сутки в Бугульме, Бавлах и Азнакаево облачно с прояснениями. Без осадков, ночью около 6 градусов тепла, днем же плюс 18. Переменная облачность прогнозируется в набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге. Ночью до 6 тепла, днем же ожидается 18 градусов со знаком плюс. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше небольшая облачность без осадков. Ночью около 5 тепла, днем 17 градусов. В Арске, Кукмаре, Балтаси облачно, осадки не наблюдаются. Ночью около 5 тепла, днем плюс 17. В Болгаре, Дрожжином, Буинске будет преобладать облачная погода. Вероятность осадков небольшая. Температура ночью около 9 тепла, днем 18 градусов. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше малооблачно, ночью 7 градусов тепла, днем же плюс 18. В пятницу ожидается преимущественно ясная погода. Осадки маловероятны. Температурный фон существенно не изменится. Казанская швейная фабрика «Лилианс» – молодая, динамично развивающаяся компания. Расширение и модернизация производства дает возможность идти в ногу со временем, удовлетворять интересы и спрос клиентов во всех регионах нашей большой страны. «Лилианс» – это красивая, качественная, а главное – удобная одежда для дома и отдыха. В честь открытия нового магазина в торговом центре «Паркхаус» всем покупателям скидка 20%. «Лилианс» – будь красивой всегда и везде. ТЦ «Южный» 2 этаж, ТЦ «Паркхаус» 1 этаж. В Казани ожидается облачная погода с прояснениями. Вероятность осадков небольшая. Ночью 7 градусов тепла, днем же ожидается до 19 градусов выше 0. Ветер северо-восточный, умеренный до сильного. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 38%. Магнитное поле Земли спокойное. Таковы новости о погоде к данному часу. Смотрите погоду на нашем канале. До скорых встреч и берегите себя!